Президентimiz Vladimir Vladimirovich гаеплен, ким гаепле булсын. Ничек нигә? Ул 20 ел руководит нашим государством, столько денег заработали, столько денег вывели. Бөтен халыкны урлап бетерделәр инде. Бездә яшьләрнең будущее урладылар, әтиләрнең, әниләрнең пенсияны урладылар. Ну, конечно же, я не сомневаюсь, даже вот эта болезнь, которая идет по миру, это те, кто хотят всем нагадить и править миром. Вот это те. США. Вот и все. Бик зур хаталар җибәрде Московский Кремль. Менә шушы сугышлар белән, ниләр белән, менә шушы безнең фактически без уже эмбаргога килеп җитәбез буга инде. То есть киләчәк безнең бик мөшкел. Монда кирәк бик яхшы инвестиция, запад инвестиция кирәк. Абсолютно кирәк. Тизрәк безнең отношения запад белән тирәк кирәк. Türkler bile отношения кирәк. Bütün dünya белән кирәк. Сезгә үзебезнең бүгенге көндә без bütün кешегә чаптыр душман булып чыктык. Карагыз әле. Аннексия Крымга булды. Икенчедән Аллыгыз кадәр бүгенге көндә шулдан баста. Но анда кан түгелә бүгенге көндә. Бернәрсә килми, бу просто решаться килми. Минемчә, бу туктатырга кирәк бүгенге көндә. Срочно бу сугышларны гафу итәргә кирәк. Сталин, Хрущев, Брежнев шикелле кешеләр булса, безнең акча доллар аның хәтле үстермәсләре, алар жол бирмәсләре. Кто в этом виноват? Ну, скорее всего, это нет какой-то конкретной вины чьей-то. Так получилось просто. Со временем, возможно, все устаканится. Честно, не могу сказать, кто виноват, потому что, наверное, пока до меня это дело не коснулось, соответственно, я об этом не переживаю. Я даже не могу вам сейчас ответить, кто виноват. Мне кажется, капитализм. Ну, сложно ответить, потому что мы не экономисты, но понятно, что виноват тот, кто принимал решения определенные. Не хочу никого обвинять. Жизнь такая. Жизнь такая. Никто не виноват. Люди виноваты сами. Виноват Сечин. Потому что при разговоре с главой Роснефти он сказал то, что паника о коронавирусе она ненужная, и то, что если не продолжить контракт с ОПЕКом, то ничего не случится. Но, как видите, случилось. Гривна 3 рубля, доллар 75, евро 83. Ужас. Ну, я не экономист, но нету виноватых в каких-то экономических изменениях, таких как нефть. Есть какие-то глобальные изменения, вроде там коронавируса, или Трамп что-то скажет, там или нефть где-нибудь прекратят добывать, например, в Дубае. Ну, тогда типа что-то изменится, но виноватых в чистом виде нету. Америка. Они во всем всегда виноваты. Не Аллах только, конечно, но люди наверху, можно так сказать. Виноват та сволочь, которая заработала на этом. А все зависит от народа нашего любимого. Почему они так делают? Не поднимают экономику, не поднимают ни вот это, не трудятся, не работают, не хотят. Только любят воровать только. Вот. Кто может быть виноват? Никто не может быть виноват. Да, насколько я понял, это из-за соглашения с ОПЕК. Сечин отказал. В продолжении контракта он выступил против. Но это сложная тема. Я не знаю, чем это грозит для нашего государства и чем это выгодно для стран ОПЕК. Но надеюсь, что все стабилизируется. Но цена за доллар, конечно, 75 рублей, это тяжеловато сейчас. Aşağıda ekonomik təsirlidir, kim, nerede ekonomik təsirlidir, kinolara barmıysan, iyide oturasın, bilmem, avluğa qayıtdımı, şunda işləb, biraz bərəngi qazıb, kütüge girib, şunda yaşayımdır, bilmem. Никогда мне не пришлось экономить. Извините, я советский человек. По сей день я советский. И я никогда ни на чем не экономил. Мне, в принципе, не на чем экономить, я пока не зарабатываю, но если так, то, наверное, на деньгах. Не знаю, наверное, ни на чем. Будем жить, как жили. У меня все замечательно, я пока не экономлю. Экономить на путешествиях. Все. Я не экономлю ни на чем. Что я хочу, то я и ем. И я экономить не собираюсь. Экономить будем на пиве. Потому что пить нельзя. На алкоголе. Да, на алкоголе в целом.
Я экономить ни на чем не буду, я просто буду дольше зарабатывать. На всем экономить будем. Самое необходимое будем брать, а что уж недоступно, то придется как повременить. В режиме экономии мы жили. Так что... Так и будем продолжать. Да. Подсобным хозяйством картошка своя, морковь своя. Мясо будем поменьше кушать. Экономить нам надо на хлебе, на масле, на молоке. Экономить на продуктах. Тут экономить, а на что экономить? Мы же не знаем, что будет завтра. Я не знаю. Да не хотелось бы, чтобы что-то рушилось и пришлось экономить. Я надеюсь, жизнь стабилизируется.